год литературы, объявленный по России, он придаст, я уверен, нашей душе, нашему интеллекту, нашим детям, молодежи и нам, уже взрослым, новое какое-то ощущение жизни. Потому что человек рожден для того, чтобы каждый раз заново открывать мир, а литература открывает мир для тебя. Театр уж полон, ложи блещут, портер и кресло, все кипит, в райке нетерпеливо плещут, и, взвившись, занавес шумит. Блистательно, полувоздушно, смычку волшебному послушно, толпою нимф окружена, стоит Истомина. Она, одной ногой касаясь пола, другою медленно кружит, и вдруг прыжок, и вдруг летит, летит, как пух из уст Эола, то стан совьет, то разовьет, и быстрой ножкой ножку бьет. Все хлопает, Онегин входит, идет меж кресел по рядам, двойной ларнес косясь наводит на ложе незнакомых дам. Все ярусы окинул взором, лицами, убором, ужасно недоволен он. С мужчинами со всех сторон раскланялся, потом в большом рассеянию на сцену он взглянул и молвил: «Всех пора на смену. Балеты долго я терпел, но и дидло мне надоел. Еще амуры, черти, змеи на сцене скачут и шумят, еще усталые лакеи на шубах у подъезда спят, еще не перестали топать, сморкаться, шикать, хлопать, еще снаружи и внутри везде блистают фонари, а уж Онегин вышел вон, домой одеться едет он». Пушкин для меня, конечно же, гений среди гениев, можно назвать так. Потому что, когда читаешь Пушкина, ну и второй для меня гений – это Платон Аюнский. Вот когда читаешь Пушкина и Платона Аюнского, то у тебя ощущение, как будто тебя не только в духовном плане ты приобщаешься к какому-то удивительному миру, но самое интересное, что у тебя даже здоровье лучше становится, когда ты читаешь Пушкина и Платона Аюнского. Так как ритм, так как рифма а самое главное содержание поэзии Пушкина, Платона Аюнского, они, конечно же, удивительны, уникальны. Перед тобой открываются какие-то неизведанные миры. С другой стороны, эти миры для тебя очень знакомы, но открываются неизведанные миры. Вообще, я считаю, что литература – это есть как бы тот виртуальный мир, который делает человека человеком. Так как литература заново воссоздает для читателя тот мир, который он видит. Часто мы не видим мир, в котором мы живем. Мы не замечаем многого всего и вся. А литература, искусство писателя, он открывает мир из разных ракурсов, разными аспектами, разными своими оттенками этот мир. Поэтому, читая литературу, человек становится интереснее, сложнее, глубже, шире, выше становится человек. А почему я читаю еще и Лермонтова? Потому что Лермонтов – это, опять же, вот такой молодой гений. Для меня в этом человеке, в его поэзии заключена какая-то удивительная удивительная сжатость ощущений мира, как-то спрессованность мира. «Отворите мне темницу, дайте мне сияние дня, черноглазую девицу, черногривого коня. Дайте раз по синему полю проскакать на том коне, дайте раз на жизнь, на волю, как на чуждую мне долю, посмотреть поближе мне. Дайте мне челнок дощатый с полусгнившей скамьей, парус серый и косматый, ознакомленный с грозой. Я тогда пущусь в море, беззаботен и один, разгуляюсь на просторе и потешусь в бурном споре с дикой прихотью пучин. Дайте мне дворец высокий и кругом зеленый сад,
чтоб в тени его широкой зрел янтарный виноград, чтоб фонтан, не умолкая, в зале мраморном журчал, и меня в мечтаниях рая, хладной пылью орошая, усыплял и пробуждал. Вот когда я, с юности читая Лермонтова, вдруг, значит, вот «Мцири», великая поэма Лермонтова, и вот я один эпизод даже, вот, когда читаю один эпизод, который звучит так: «Но вновь, хотя лилась из раны кровь, густой широкой волной бой закипел, смертельный бой». Это когда Мцырь встретился с тигром, так, да, широкий лоб ему рассек, вот этот, как-то вот, как в кино, вот, у Лермонтова, поэзия Лермонтова — это как кинокадры какие-то, монтаж, киномонтаж. И в этом смысле, конечно, Лермонтов предвосхитил, возможно, и кино предвосхитил своей поэзией. Пушкин, Лермонтов, Анна Ахматова. Когда я читаю Анну Ахматову, например, вот одно из одних стихотворений, такая фраза, как «Я здесь не была лет 700, но все так же льется Божья милость с непререкаемых высот». Потрясающе. Или тот же самый Гумилев, когда он говорит о том, что тоже в одном из стихотворений он говорит: «Утро нежностью бездонное, полуяж, полусон, торжество неутоленное, звон печальный перезвон, с колокольни отуманенной кто-то снял колокола». Понимаете, вот поэтому, когда вот читаешь, когда и вслух читаешь, когда и беззвучно читаешь, когда ты входишь в мир литературы, то ты, конечно же, становишься, и для мира интересным, для себя открываешь новый мир.